В нашем родном городе снова возобновляется судебный процесс над местной жительницей Эльвирой Еркебаевой, которую полиция обвинила в том, что она якобы хотела заказать убийство своего мужа. При этом то, что осталось за кадром этого судебного процесса, Эльвиру Еркебаеву до этого полиция игнорила на протяжении многих лет, когда ее муж избивал и пытался даже убивать. Она жертва систематического бытового насилия. Я бы вас всех закопал, лишь бы мои ноги были. Всех женщин закопал бы. Это уже женоненавистничество какое-то. Вот вас четверых. Четверых? Старуху, Райханку, тебя и маму. Ну, классно, ты с родной дочерью общаешься. Много раз она обращалась в правоохранительные органы это игнорировали. Наконец она сбежала от своего мужа, пряталась от него. И вот тот момент, когда она решила купить себе травматический пистолет с целью самообороны, полиция вдруг решила, что это не что иное, как подготовка к убийству, и что якобы она хочет заказать убийство своего мужа. В феврале прошлого года, 2024 года, полиция Западно-Казахстанской области с помпой объявила о том, что они смогли предотвратить тяжкое преступление, заказное убийство. Выяснилось, что речь идет об Эльвире Еркебаевой, и с тех пор она находится в камере следственного изолятора. Один суд, первый суд с участием присяжных уже, можно сказать, состоялся, он дошел до финала, и когда уже стало понятно, что присяжные склонны оправдать Эльвиру Еркебаеву, судья вдруг ни с того ни с сего по ходатайству прокурора неожиданно судья взяла и распустила коллегию присяжных, якобы потому что эти присяжные не объективны и предвзяты. Выбрали новую коллегию присяжных, и вот уже 2 судебных заседания в Уральске прошло с участием новой коллегии присяжных. Кстати, в этом суде и новый гособвинитель. Прокуратура решила убрать прежнего гособвинителя, это была женщина, сотрудница прокуратуры, которая представляла в суде гособвинение, также не скрывала своих симпатий по отношению к Эльвире Еркебаевой. Ну вот, на самом интересном месте судья решила заменить полностью всю коллегию присяжных, прокуратура решила заменить гособвинителя, и вот прошло 2 судебных заседания, и они тоже полны сюрпризов. Неожиданно выяснилось, что на новом суде, который с нуля теперь начинается, практически всех прежних свидетелей отклонили, и обвинения, то есть органы прокуратуры, оставили в этом суде только лишь очень ограниченный список свидетелей, которых будут сослушивать в ходе судебных заседаний.